Расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам открыл спикер парламента Лаша Ашуба. Он объяснил, что депутаты пригласили представителей исполнительной власти из-за участившихся жалоб их избирателей на сложности в оформлении недвижимости. Сегодня собираемся, наверное, по наболевшей теме, вопрос, связанный с кадастром. Мы собирались на этот счет еще весной этого года, обсуждали все вопросы вместе с руководителем кадастровой палаты. Также были руководители БТИ со всей республики. Мы здесь очень горячо все эти вопросы обсуждаем. Помните, что было принято решение до 1 октября 2021 года отсрочить вступление в силу данного закона. Насколько я помню, наш диалог, он заключался в следующем. Не все, может, но стороны согласились с тем, что до 1 октября часть вопросов будут сняты. В том числе и вы, Тимур Бесланович, говорили о том, что вы готовы к реализации всего этого. Но, как мы и предполагали, 1 октября наступило, и вопросы практически те же остались. С 1 октября в силу вступил новый закон о кадастре недвижимости, в соответствии с которым функции БТИ при районных администрациях по учету и регистрации прав на недвижимость переданы кадастровой палате. По словам ее директора Тимура Сангулия, представительства палаты работают уже во всех районах республики, а задержки на первом этапе работы были связаны с кадровой проблемой. Кадровый состав был самым сложным вопросом, как я и обещал депутатам, Народному собранию и представителям БТИ. Мы предложили штаты сотрудникам БТИ, штаты на местах, прием документов, и в офисе кадастровой палаты определенное количество. В Галицком районе БТИ, руководитель БТИ, сотрудница перешла к нам. В Ачимчирском районе 2 сотрудника БТИ, включая руководителя БТИ, присоединились к нам, к нашему коллективу. В Палчальском БТИ 1 сотрудник переходит от БТИ к нам, и другой по рекомендации главы района, бывший руководитель БТИ тоже, получается, присоединился к нашей команде. В Сухуме сотрудники БТИ, сколько мы их не упрашивали, не отказались. Сказали, у них есть собственные представления, и они не хотят присоединяться, но считают, что взаимодействие возможно. С Сухумского района никаких вообще вопросов нет. Они сказали, что понимают, благодарны за приглашение, но тоже не могут. Их всего 2, и работу БТИ кто-то должен выполнять. Гагрская и Гудаутская ГПТИ, как я уже озвучил, не отказались присоединяться к нам. Места были до последней секунды свободны. Из-за этого у нас и возникли первый день сложности, потому что пришлось нанимать запасных, так сказать, людей. Эти люди вступили в работу, пришлось в оперативном порядке направлять из офиса центрального людей, которые будут консультировать и начать работу. Но, к счастью, или не знаю, как это озвучить, людей было мало, прием документов, поэтому мы сумели наладить работу. Тимур Сангули объяснил, что теперь для проведения сделок с недвижимостью необходима регистрация в кадастровой палате. Процесс оформления может затянуться, если не все необходимые документы есть в наличии. Но в целом система создана, чтобы защищать права граждан на их имущество. Если у человека есть все необходимые документы, соответствующим требованиям, современным требованиям, не только закон о кадастре, есть еще закон о геодезии и картографии и другие законы, которые требуют определенный уровень точности. И если он соответствует, весь переучет заключается в только перепроверке этих документов, составлении акта осмотра, что объект недвижимости не исчез, не сгорел, не уничтожен, не перестроен, и согласовании границ земельных участков, который, кстати, должен был быть сделан уже на сегодняшний день в соответствии с Земельным кодексом. И постановка на учет. Вот в этом заключается весь учет. Если же съемки не сделаны, то о каком материале можно говорить о переучете без участия гражданина? То есть, если съемки нету, как мы можем ее создать из воздуха? Получается, если у гражданина нет материалов, значит, он не защищен. И мы должны создать эти условия, чтобы он был защищен. А в селах, если мы говорим о сельской местности, если в Гудаутском районе, кстати, очень интересно, у них большой объем материалов БТИ по селам. Вот в Ачимчирском районе такого объема материалов нет. У них есть хозяйственная книга, которая составляет, по сути, 2 строчки. Это все права гражданина, которые записаны там, и он надеется только на эти 2 строчки. Нет никакого дела, ни плана, ни схемы. И он защищен только с помощью своих соседей, которые могут подтвердить факт того, что он является владельцем. Важным аспектом нового закона является амнистия. Это значит, что если параметры жилплощади не совпадают с теми, которые были изначально указаны в документах, то объект вносится на кадастровый учет по фактическим параметрам. Амнистирование сложных, с
спорных ситуаций, когда граница земельного участка не соответствует параметрам, о которых я говорил. Он может отличаться, потому что в Советском Союзе он жил на 15 сотках или на 8 сотках и имел право получить документы на эти 8 соток в соответствии с тем же земельным кодексом. Но документы получил на 6 соток. И сегодня он оказался в такой ситуации, что он не может распоряжаться своей собственностью. Либо у него есть перестройка внутренних помещений, внешних помещений. Он достроил, перестроил свой дом, построил целый этаж. И чтобы сегодня его заставить все это переделывать, это пройтись по всем инстанциям администрации этого же района. Представьте себе, я всех их буду направлять в одном и том же направлении. Администрация захлебнется. Чтобы избежать массовой нагрузки на органы исполнительной и судебной власти, в законе предусмотрено поэтапное введение новых правил для разных районов. Депутат Канкварчия выступил против такого подхода. Некоторые районы, то есть они будут обкатываться, я так понимаю, да? Где-то будут применяться. Да. Я, например, с такой постановкой вопроса вообще не согласен. Если мы откладываем, мы должны отложить и подготовиться для всех районов. Если вы не готовы, почему? Я так, знаете, вот, Тимур, я к тебе, ты знаешь, как отношусь, и это одно, но здесь это вопрос не только меня, тебя, здесь сидящих касается, здесь целого нашего народа касается. В данном случае, вот кулуарно я слышу, что Сухумский район будет подвергаться вот этой экзекуции вашей, понимаешь? Я так не согласен. Если мы переносим, тогда мы должны перенести для всех районов. Министр юстиции Андрей Барцец подтвердил наличие технических проблем и сообщил, что за прошедшую неделю с момента вступления закона в силу ни одна нотариальная сделка с недвижимостью не была оформлена. Также он сообщил, что есть идеи, как облегчить процедуру без внесения изменений в закон. На сегодняшний день мы действительно видим еще ряд технических трудностей, возникших в результате понимания трактовки, толкования определенных конкретных вещей, связанных со справками, с формами определения стоимости и так далее. Но, понимая и осознавая высокую важность внедрения этого процесса, и чтобы не создавать сложности для наших граждан, мы проработали механизмы не законодательного, а подзаконного регулирования, создания механизмов подзаконного регулирования для того, чтобы не остановить этот процесс в части, касающейся Министерства юстиции, органов нотариата и так далее. Вот. В этом ключе мы думаем, что в рамках работы правительства наши предложения будут услышаны. Предложения эти уже есть у руководства кадастровой палаты. Здесь инициатива кадастровой палаты по своей части, как только по их части будут сформулированы предложения, тогда сейчас у меня данных. После 1 октября данные, конечно, приходят позже, но вот пока что мы знаем порядка 0. Вице-премьер Вараздат Минасян подчеркнул, что инициатива с введением кадастрового учета крайне важна, а сложности возникли из-за того, что в некоторых районах сотрудники БТИ не пошли навстречу нововведениям. Я уверен, что даже вот так с людьми говорят, когда о чем-то, то это больше БТИ говорит, что у вас ничего. Вот они у меня тоже были в БТИ, кадры будут, у вас ничего не получится, вы не подготовлены, что нам сделать с людьми. Я тоже пообращался к ним с просьбой и с убеждениями, что это нововведение, правильно, есть свои сложности. Но я считаю, что это нужно нашему обществу тоже включительно. Может, начало будет сложным, по срокам что-то, но потом работа, когда наладится, намного легче будет нашим гражданам. Но БТИ, к сожалению, нас не услышала и как-то вообще не хотят категорично. Некоторые депутаты выразили возмущение качеством подготовки к реализации закона и аргументами, которые привели представители исполнительной власти. Исходя из того, что я сейчас слышу, это полная противоположность тому, с чем мы каждый день сталкиваемся. Ни для кого не секрет, а вы наверняка уже знаете, вот от того, как вы наладили, правильную работу, завтра только будут готовы встречаться граждане, собираются, беспокоить, и так будет в каждом районе. Эту историю надо забирать. Сухум отказывается, Гудауд отказывается. У нас что, профсоюзы что видим, заведуют? У нас что, нет вертикали исполнительной власти? Мы 1 числа, 1 октября, когда эта часть закона вступила в силу, мы узнали о том, что какие проблемы.
Мы не знали о том, что БТИ не идет на встречу, хотя я вообще не понимаю, что это значит, БТИ не идет на встречу, или что значит взаимодействие возможно. Взаимодействие необходимо, я считаю. Что значит возможно? Как бы, да? И эти все вещи ранее должны были как фундамент быть подготовлены. Вот больше 10 лет занимаемся кадастром. Ну, власть занимается кадастром, и около 200 миллионов потратили на это все. Мы подумали, соответственно, больше 10 лет, конечно, все сделано. Ну, один нюанс, вот БТИ, вы не договорились. Вы думали, что вы договоритесь, но вы не смогли. Они тоже ведь власти, они тоже сильные, как и вы, на равных, и у вас не получилось. Мой совет: всех возьмите на работу, и у вас все будет нормально. Далее участники встречи перешли к обсуждению вопроса, что делать. Предложение депутатов временно оставить в силе полномочия БТИ и проводить регистрацию параллельно с кадастровой палатой представители исполнительной власти отвергли, подчеркнув, что это может повлечь за собой юридические сложности. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба предложил еще раз отложить вступление закона в силу. Исполнительная власть не готова к реализации. Мы можем использовать разные формулировки, но если гражданин, юридическое лицо не может прийти и получить услугу, сейчас очень мало заявлений, потому что страна несколько дней была в праздниках, с 1 числа, потом выходные. И почему я уточняющий вопрос задавал у Андрея Львовича, нотариальное заверение гражданско-правовых сделок, связанные с недвижимостью, в стране остановились. Да. И если даже, еще раз повторюсь, примете на ближайшей сессии этот проект, та проблема, с которой столкнулись, нерешаема. И в полной мере этим законопроектом она решает часть задач, но не все которые. Поэтому необходимо и поэтапное внедрение закона, и отсрочка его вступления. Обсуждение проблемы и поиск решения продолжится в Комитете по экономической политике и реформам. К какому решению придет комитет, станет известно на ближайшей сессии парламента. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.